Сегодня мы встречаемся в студии проекта «Астана Адалдык Аланы» с руководителем управления государственных доходов по Саракинскому району города Нур-Султан Махтан Асад Шамильевич. Напомню, что подобные студии, подобные прямые эфиры студии «Астана Адалдык Аланы» проекта, направленного на искоренение бытовой коррупции в нашей жизни, проходят в рамках слышащего государства и в рамках открытости как акимата города Нур-Султан, так и государственных органов, так или иначе работающих в нашем городе. Так как тема сегодняшнего эфира — итоги налоговой амнистии, мне бы, наверное, хотелось бы, как и многим, наверное, нашим слушателям, зрителям, услышать вообще, что такое налоговая амнистия, почему она была введена и какие итоги. Ну, я представлюсь, я руководитель проекта «Астана Адалдык Аланы», проектного офиса «Астана Адалдык Аланы» в городе Нур-Султан, депутат Маслихата города Шакенов Тарас. Вы можете задавать все свои интересующие вопросы в прямом эфире на Facebook, на Instagram. Я эти все вопросы готов озвучить в студии, а сегодняшний наш гость ответит на эти вопросы. Пожалуйста, вам слово, расскажите нас. Спасибо, Мирослав Ильич, представим слово. Налоговая миссия, итоги налоговой миссии. Налоговая миссия, первую налоговую миссию объявили в 2018 году. Свое послание народу Казахстана 5 октября 2018 года. Рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни. Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев поручил провести с 1 января 2019 года налоговая миссия для субъектов малого и среднего бизнеса путем списания начисленных пений, штрафов малого и среднего бизнеса при условии уплаты налогоплательщика суммы основного долга. В связи с этим приказом министра финансов утвержден правила списания суммы пений и штрафов. Данные амнистии налогоплательщики, которые имели налоговую задолженность на 1 октября 2018 года, не погашенные на лицевом счете, при условии погашения основного долга, пени и штраф мы списывали. Я просто хочу сказать, что это не только для жителей Саракинского района, да, это сейчас в целом. Да, это в целом, да, в Казахстане. Это в Казахстане, в общем, в целом была налоговая миссия. Согласно налогового кодекса, статьи 57 прим. 1, при условии уплаты налогоплательщика в период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 сумма недоимка, числящаяся в лицевом счете, по состоянию на 1 октября 2018 года не признается налоговой задолженностью и не подлежит внесению в бюджет. Также подлежало списание в порядке, установленном уполномоченным органом. Данная налоговая миссия по городу Астана, по городу Нур-Султан в целом 44 911 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались данной налоговой миссией. Была погашена недоимка основного долга 3,9 миллиардов тенге, списано пений 1,2 миллиарда тенге, а также 39,1 миллиона тенге штрафов. В том числе Саракинскому району 1490 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались данной налоговой миссией. Была погашена недоимка основного долга 752 миллиона тенге, списано пени 198,2 миллиона тенге, а также 10,5 миллионов штрафов. Штрафы тоже были списаны? Штрафы тоже были списаны в случае погашения основного долга. Также данному налоговая миссия, данному приказа министра финансов внесено дополнение. Это для категории налогоплательщиков, которые на 1 октября 2018 года на лицевом счете задолженность, которая отсутствовала, но данная налоговая задолженность у них была либо факты налоговой проверки на обжалование вышестоящих органов, либо судей, либо вышестоящих органов, либо налогоплательщик, который
сроки не наступили, 30 рабочих дней тогда, вот эти категории налогоплательщиков тоже подпадают. И еще третья категория налогоплательщиков, это которые в ходе камерального контроля на основании уведомления налогового органа, которые предоставили дополнительную декларацию за предыдущие периоды. Если налогоплательщик предоставил дополнительную декларацию... Сколько периодов необходимо? В течение 5 лет. Они, да, которые предоставили дополнительные декларации, если обязательство это было до 1 октября 2018 года, вот эти налогоплательщики тоже подпадало. По ним тоже мы списание проводили. Это большая помощь, это для налогоплательщиков малого и среднего бизнеса. Второе эмиссия, это уже для физических лиц объявили. Это 4 июля 2019 года глава государства Токаев Касым-Жомарт Кемелевич подписал закон, предусмотренный проведение налоговой эмиссии для физических лиц путем списания начисленных пени при условии уплаты основного долга. Это для физических лиц, которые имеют задолженность налога на собственность, налог на транспортные средства, налог на имущество, земельным налогом. При условии при оплате основного долга пени тоже мы списывали. Здесь тоже категории налогоплательщиков подпадали, которые раньше старые программы, когда передавали данные информационной системе ИНИС, физические лица по обязательствам индивидуального предпринимателя. Физические лица, но никогда не были они индивидуальным предпринимателем, но имели задолженность по НДС, социальным налогам. Такие налогоплательщики тоже имелись, по ним тоже... А как они возникали, если они никогда не были? Они вот когда передавали данные в 2000 году, старые программы на новые, и у них как-то возник задолженность по обязательствам... Это же некорректная репликация данных. Да, некорректная. Такие тоже налогоплательщики подпадали в общий, в целом по физическим лицам по городу Нур-Султан списано пени у 60 370 физических лиц на сумму 225 миллионов тенге. Если в Саракинском районе 16 387 физическим лицам списано пени на сумму 42,3 миллиона тенге. По второй категории, которые я говорил, физические лица, но не имели, которые имели задолженность по обязательствам физических лиц, по городу Нур-Султан 455 физическим лицам на сумму 4,2 миллиона тенге списано. В том числе в Саракинском районе 187 физическим лицам на сумму задолженности 1,4 миллиона тенге списано. Это уже после списания, которые были ограничения к судебным исполнительным материалам, это сразу отменили и налогоплательщика освободили задолженности, необоснованных задолженностей. Время показывает, что проведение налоговой эмиссии является действенным механизмом поддержки класса предпринимателей и имеет стратегические значения. Это, в свою очередь, позволит налогоплательщику снять ограничения на пользование имуществом и ввести законный бизнес. Ну, давайте так прямо говорить, да, все подобные мероприятия, которые проводятся со стороны государства, в частности, вот, налоговая эмиссия, да, они призваны в первую очередь для того, чтобы весь бизнес работал чистую, открытую. Также? Так, да. Это позволит затраты, предусмотренные на пеню, которые направить на другие нужды или на развитие бизнеса, к примеру. Также добавлю, что налогоплательщики для списания пени, они не приходилось прийти в налоговые органы. Мы сами анализировали, смотрели после оплаты налогоплательщика, в течение 3 рабочих дней комиссия выносила решение и сами списывали, которые оплатили налоговую задолженность с 1 октября 2018 до вынесения приказа министра финансов основного долга и пени. Мы излишне уплаченные пени уже налогоплательщики налог на лицевой счет. Счет будущих. Да, на основании заявления налогоплательщика или возврат сделали налогоплательщик, или налогоплательщик уже вот эту сумму оставили на своем лицевом счете и воспользуются в дальнейшем. Счет будущих. Да.
То есть возврат вы тоже осуществляли? Да, возврат тоже. Хорошо. Асхат Шамильевич, я просто хочу напомнить всем сегодня у нас в студии руководитель управления государственных доходов по Саракинскому району города Нур-Султан Мухтан Асхат Шамильевич. И вы можете все задавать вопросы в прямом эфире, непосредственно все вопросы, касающиеся различных налогов, налоговой политики, исполнения бюджета. Особенно это касается, наверное, Саракинского района, я думаю, что и по городу какие-то и в целом вопросы Асхат Шамильевич может ответить. Данная встреча проходит в рамках открытого акимата и концепции слышащего государства. Так, что вы еще хотели бы добавить? Хотел бы напомнить, что государством ранее уже проводилась подобная налоговая комиссия. Последняя это было в 2015 году. Тогда тоже около 69 970 налогоплательщиков на общую сумму 8,9 миллиардов суммы не списаны. По Казахстану? Это по городу. Да, по городу? Да. 8,9 миллиардов по городу. Да. Это физлица плюс юридические. Это малый средний. Малый средний бизнес. Да. Без физических. Да. В 2015 году. 2015. Ну, приличная сумма. Да. Почти 9 миллиардов Да. по МСП в 2015 году по городу. Приличная сумма. Так, вы знаете, Асхат Шамильевич, у нас поступают вопросы. Значит, пользовательница Замира Байзакова. Здравствуйте. Я сдаю квартиру. Подскажите, пожалуйста, могу ли я оплачивать ЕСП? Да, вопрос актуальный сейчас. Многие квартиросдатчики сейчас может оплачивать ЕСП. Ежемесячно 1 МРП, это по городу Нур-Султан, Алматы, Шымкент, это 1 МРП ежемесячно может оплачивать. ЕСП это единый совокупный платеж. Да. Туда входит индивидуальный подоходный, все другие, если не обязательно все входят. Это оплачивается по месту жительства ежемесячно по 1 МРП. Для этого у нас в столице достаточно сильно развит такой вот бизнес, как сдача квартир в аренду. Так как пользовательница сети обращается с этим вопросом, нужно ли ей оформлять в данном случае индивидуального предпринимателя или какую-либо форму для оплаты ЕСП, либо это любое физическое лицо может пойти оплатить ЕСП. Ну, чтобы понимание было у наших людей. ЕСП вообще любой, кто аренду сдает, любой налогоплательщик может оплачивать, если сумма дохода не превышает по месту жительства. Сумма дохода там. Уточнить Да. дохода, но Да. в принципе мы сейчас говорим об индивидуальных предпринимателях, у которых не такая большая сумма дохода. Правильно? Да. 3000 МРП? МРП, если не 3000 МРП. Да. Хорошо. Так, пока вопросов у нас нету, но тем не менее я хотел бы обратиться к нашим зрителям, нашим пользователям сети, как в Фейсбуке, так и в Инстаграме. Если вас интересуют какие-либо вопросы, связанные с управлениями государственных доходов по городу Нур-Султан, в частности, Саракинского района, ну, чтобы было понятно, это налоговые органы, по-старому налоговые. Пожалуйста, вы можете задавать их в прямом эфире. У нас в студии сегодня руководитель управления госдоходов по Саракинскому району Мухтан Асхат Шамильевич. А программа ведется из студии проекта Астана Адалат Халала, призванная бороться искоренить бытовую коррупцию. И веду прямой эфир я, Шакенов Марат Сергеевич, руководитель проекта данного в городе и депутат города. Так. Если остановиться на искоренении коррупции, как вы знаете, глава государства выразил принципиальную позицию, что государство должно бороться с коррупцией до полного ее искоренения. В данном направлении мы работаем в рамках утвержденного департамента государственных доходов по городу с плана мероприятий по пересечению и предупреждению коррупционных рисков органов государственных доходов. В целом за истекший период
года среди сотрудников департамента фактов совершения коррупционных правонарушений не зафиксировано. Вместе с тем, в целях профилактики коррупционных правонарушений проводится мониторинг и анализ коррупционных рисков, проводится техучебы личным составом управления, семинары привлечения налогоплательщиков. За 2019 год проведено 20 техучеб по строгому соблюдению требований антикоррупционного законодательства. Печатно в СМИ размещено 23 статьи по антикоррупционному законодательству. Проведено 12 семинаров по соблюдению требований антикоррупционного законодательства. На информационных экранах центра у нас центр обслуживания налогоплательщиков, ролики касательно антикоррупционной стратегии Республики Казахстан. У нас в основном услуги 95% предоставляется электронно, без контакта с налогоплательщиками. Это очень важный момент именно для бытовой коррупции. Мы должны различать там, значит, коррупцию государственных органов, которые есть, бытовая коррупция, которая распространяется практически, ну, может быть, распространяется практически на все слои, да, там, и в госорганах, и среди обычных рядовых жителей. Вот проект «Астана Адалов» ставит вопрос искоренения бытовой коррупции. Ну, я хочу сказать, что у вас сколько менеджеров находится в открытом акимате Саракинского района? У нас в акимате сотрудников сейчас в данный момент пока нету. У нас центр обслуживания тоже налогоплательщиков внизу открыты. Там находятся, работают специалисты, около 15 специалистов принимают внизу у нас. Ну, смотрите, мне очень понравился опыт, не только всем менеджерам проекта «Астана Адалов». Акимат района Сарыарка был одним из самых первых, который ввел у себя формат Open Акимат. Исетский акимат был вторым. Вот в Исетском акимате находится прямо непосредственно в офисе, по фронт-офисе, находятся работники управления госдоходов района ИСИ. И они тут же, у жителей города, которые приходят в акимат, тут же на месте решают вопрос. Я думаю, вам стоит приглядеться к такому. Да, мы опыт рассматриваем. Сейчас просто Есильскому району это удобно, в одном здании, и информационную систему, чтобы сразу подключить. Асхат Шамилевич, я хочу вам сказать, что вы должны думать по-другому. Должно быть удобно не вам туда приехать, а должно быть удобно жителям. Вот. Давайте честно говорить, как вот у вас дело обстоит в Саракинском акимате. Насколько, каков поток людей? Сколько люди в очереди стоят? Время ожидания. Время ожидания у нас сейчас в данный момент не превышает 15 минут, максимум 20 минут. Налогоплательщик у нас. И насчет этого акимате мы тоже сейчас рассматриваем. Сейчас, скорее всего, в этом году уже в первом квартале мы тоже отработаем. Видите ли, вот мы с вами беседуем в студии, да, проект «Астана Адалов» не только борется с бытовой коррупцией. Да? Но что такое бытовая коррупция? Она возникает там, где человеку некомфортно. Вот. Поэтому комфортность получения государственных услуг, каких-либо услуг со стороны различных государственных органов, она как раз-таки искореняет бытовую коррупцию. Поэтому стоит подумать. У нас пошли вопросы, поэтому, пожалуйста, давайте мы вернемся к вопросам. Значит, так. Айнура МАП92, Инстаграм. У меня ИП. По патенту должна ли я устанавливать кассовый аппарат? Ну, тут сейчас однозначно ответ. Да, по патенту сейчас по всему республике, кто наличный расчет принимает, все обязаны с 1 января 2020 года обязательно должны установить кассовый аппарат, и кассовый аппарат должен установить. Есть возможность сразу объяснить, где их можно получить, каким образом и так далее. Не все знают про это. Вот, сейчас онлайн кассовый аппарат можно приобрести в центр обслуживания кассовый аппарат. Либо сейчас мобильные приложения, мобильные приложения можно установить. Сейчас именно кассового аппарата, который купили в 2019 налогоплательщикам, очень большую помощь тоже, они вот эту сумму в размере около 60
60 тысяч они может взять на вычеты. А когда будет Предоставить на вычеты. Да, на вычеты. И когда будет предоставлять это отчетности, вот этот размер не превышает 60 тысяч поставить на вычет, и вот эту сумму не оплачивать. Ну, уважаемый Айнур, МАП-92, как и все индивидуальные предприниматели или люди, работающие в сфере малого и среднего бизнеса, установление контрольно-кассового аппарата, то есть, ну, в принципе, сейчас уже обязательно для всех. Так, следующий вопрос. Здравствуйте. В связи с изменением налогового кодекса, какие изменения были по КПН? Спрашивает Ди 0904. По КПН сейчас юридические лица, субъектов крупных предпринимателей, за исключением поступления организации нефтяного сектора, они оплачивают по КПН налоги КПК 101, 110. И с этого года уже изменили КПК 101 с юрлиц, за исключением поступления субъектов крупных предпринимателей и организаций нефтяного сектора. Это малый и средний бизнес, который уже будет оплачивать по КПК 101, 111. Так, ответ, думаю, что удовлетворился. Еще один вопрос. Как можно ИП на основе патента вернуть оплаченный ИПН за первые полугодие 2020 года? За первые полугодия 2020 года еще ИПН вернуть, спрашивают. Как еще раз? Пользовательница Ай Фарух Б. Пользовательница. Как можно ИП на основе патента вернуть оплаченный ИПН за первое полугодие 2020 года? Понятно? Понятно. Здесь сделать корректировку, расчеты, которые предоставили 911 форму, и образованный переплат на основании заявления можно вернуть в любое время. Так, ну, в принципе, понятный вопрос. Ответ, точнее, так. Далее. Пользователь УДК 1607. Освобождение микро и макро от налогов на сколько лет? Ну, имеется в виду микро и макробизнес. На сколько лет? Ну, это вот как раз, да, как раз сейчас подходит. Да, это актуальная тема. Сейчас микро и малого бизнеса освободили с 1 января 2020 года на 3 года. На 3 года? Да. Это вообще известно, это уже началась. Да. И это налогоплательщик уже, но все отчеты будет заполнять, но к начислению, которые 100% уменьшает сумму, и просто индивидуальный подоход налог не оплачивает. Так, следующий вопрос от Тимирланск ТЗ. Здравствуйте, у меня есть неоплаченный долг как ИП с 2017 года. Если я сейчас оплачу основную сумму, будет ли списание пени? К сожалению, уже не будет, потому что эта эмиссия была до 31 декабря 2019 года. Уже не подпадает, да, завершилось. Не можно списать. Да. Еще один вопрос от Фарух.би. Частный судебный исполнитель предоставил декларацию с нулевками. Должен ли платить соцналог в АМРП за 2019 год? Если за 2019 год должны платить соцналог. Так, с нулевками соцналог должен быть оплачен. Так, пока вопросов нету, я хотел бы напомнить, что в студии проекта Астана Адалт Халаны, руководитель управления государственных доходов по Сарыакинскому району города Нур-Султан, Махтан Асад Шамилевич. Мы сегодня говорим о теме нашего сегодняшнего разговора в рамках открытого акимата слышащего государства является тема итоги налоговой амнистии. Как известно, налоговая амнистия закончилась 31 декабря 2019 года, в ходе которой сегодня по озвученным цифрам достаточно много, там, счет шел 4 миллиарда, насколько я помню, 4,2 миллиарда, насколько я помню, было списано
пени и штраф 4,9 миллиарда. 4,9 миллиарда, прошу прощения, было списано в нашем городе. Это по городу же, да? Да. Пени и штрафов. Поэтому вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире, ответы будут сразу же получены. Ну и также мы можем поговорить на любые другие темы, касающиеся бытовой коррупции, касающиеся открытости государственных органов. Ну, какие-то вопросы я готов ответить, какие-то вопросы в его русле это Саша решит. Тогда, так, у нас, по-моему, еще один вопрос. Нет, прошу прощения. Здесь вопросов нет, здесь вопросов нет. Так, мы ждем ваши вопросы. Более того, я хотел бы заметить, что запись будет доступна затем на Фейсбуке, на Инстаграм, и вы также можете в процессе просмотра оставлять свои вопросы, на которые затем Управление госдоходов пройдет и даст ответы на все вопросы, прозвучавшие в комментариях. Также в этом году уже много изменений было в налоговом кодексе. Это по административным штрафам тоже. Раньше у нас не было, если налогоплательщик оплачивает 50%, только ГАИ, да, оплачивает нарушение В течение скольких дней? В течение 10 дней после вручения извещения. Сейчас можно оплатить 50%. Первый раз же по этим статьям, если в случае не предоставления налоговой отчетности, предупреждение будет. Когда эта мера была введена? С этого года. С этого года, да? И сейчас при повторном штрафе для налогоплательщиков с момента вручения извещения, если оплатить в течение 10 лет, Об этом сейчас надо громко в заявить. течение 10 дней и 50% уже оплачивают. Это тоже новый день, это хороший. Да, отлично. Отлично. Ну, давайте еще раз акцентируем внимание всех слушателей, зрителей на это. Значит, с 1 января этого года в отношении, значит, это только физических лиц или юридических все полностью? Это Все. Физических, юридических лиц. Физическим лицам здесь штраф не Ну производит. да, не производит. Юридических лиц, в отношении которых заведены какие-либо, значит, дела по нарушению налогового законодательства, действует льготный период 10 дней, в течение которого вы можете оплатить свой штраф со скидкой 50%. То есть хорошее нововведение, я считаю, оно себя в свое время очень хорошо зарекомендовало у дорожной полиции, поэтому я думаю, это будет замечательно. Так, у нас поступил вопрос. Добрый день. Действует ли мораторий на налоговые проверки по кассе, вынесенный налоговым органом? Я не совсем понял вопрос. Действует ли мораторий на налоговые проверки по кассе, вынесенный налоговым органом? Пожалуйста. По кассе, по взаиморасчету дебиторской, выявление дебиторской задумчивости, мораторий это не распространяется. Проверка будет по этим направлениям. По нарушению кассовой дисциплины. Қазақша орысша да сұрақтарыңыз қойыңыз. Так, куда оплачивать налог по ЕСП? Налог ЕСП оплачивается по месту жительства, КБК 101-202. По месту жительства можете оплатить, где вы проживаете. Можно ли его оплатить онлайн? Можно. Где? Банковские приложения, Каспий, сейчас помню. На сайте госдоходов можно платить? На сайте госдоходов нет. Через, то есть через приложение. Онлайн. Хорошо. Так, у нас пока вопросов нету. Ну, давайте мы немножко по исполнению бюджета переговорим. По исполнению бюджета у нас, 2019 у нас план государственного бюджета 132 миллиарда 53 миллионов. Нами исполнено 100%, 104%. Местный бюджет 54 миллиарда 250, фактически плановый. Фактически мы исполнили на 100%, 54 200 миллионов обеспечено.
Ну, то есть все цифры, получается, 100% закрыли по исполнению Да, бюджета. по исполнению 100% исполнено. То есть 132 миллиарда это исполнение бюджета района СРРК по 2019 году, из которых 54 миллиарда местный бюджет поступил. Да? Да. Ну, хорошие цифры. Получается, порядка 90 миллионов ушло на республиканский бюджет. Да? Да, 90 и 400. 90 миллиардов 417. Хорошо. У нас поступил еще один вопрос. Пользователь Тулигенов, извините, пользователь Тулигенов. Здравствуйте, я имею трехкомнатную квартиру. Когда у соседа имеется точно такую же площадь, но сумма налога на имущество разная. Ага. Ну, то есть суть такая, что две одинаковые квартиры, но сумма налога разная. Видимо, вопрос стоит, почему так происходит? Да, вот сейчас многие налогоплательщики обращаются тоже к нам, но здесь сумма налога, мы начисление делаем, которые полученные данные правительства граждан БТИ, оценочные суммы, от оценочной суммы зависит. Значит, квартиры оценочной суммы разные, из-за этого разные суммы начисления. Ну, вопрос справедливый, почему? Потому что я понимаю, что сумма оценки двух одинаковых квартир, ну, логически как бы неверно. Вот две квартиры рядом, как в данном случае вот у Тулигенова. Две квартиры рядом, одинаковая площадь, в одном доме. Вполне возможно, даже на одной площадке. Почему сумма оценки разная? Вот сумма оценки, это оценку делает БТИ. Я понимаю, что БТИ делает, но вы собираете налоги. Интересный вопрос. Да, интересный вопрос. Мы тоже налогоплательщику говорим этот вопрос, значит, оценку, чтобы они обратились к БТИ, что там посмотрели. Потому что мы начисление делаем согласно предоставленным данным. Ну, понятно, то есть вы фактически только делаете расчеты. Расчет, какую сумму предоставили на основании. На самом деле, я думаю, что нужно будет этот вопрос поднять и посмотреть, каким образом это осуществляется. Почему? Потому что нелогично, если происходит большая разница, там, я понимаю, там может быть какая-то небольшая разница в деньгах, там, тенге, там, 10 тенге, 20 тенге. Но когда идет какая-то большая разница, которая тем более отражается уже на сумме имущественного дохода, это неправильно. Но здесь уже мы сами, наверное, будем разбираться, я для себя просто запишу. Хороший вопрос, спасибо Тулигенову, пользователю. Вопрос хороший, видимо, он такой достаточно системный. Как часто вообще такое встречается, что такие жалобы? Ну, периодически бывает такие. В 2019 году сейчас налогоплательщик обращается по этим вопросам. Просто, видимо, не все сравнивают с соседскими, сколько там. Очень интересный вопрос. С точки зрения оценки, да, даже если по рыночному методу две квартиры в одном доме стоят одинаково по площади, практически должны стоить одинаково. Ну, может быть, исключение какое-то там, угловая, не угловая. Так, напоминаю, что сегодня в студии проекта «Астана Адалт Калана» руководитель управления государственных доходов по Сарыкинскому району Мухтай Асхат Шамилевич. Мы ждем вопросов от горожан, в частности от жителей района СРРК, связанных с сегодняшней темой разговора, итогами налоговой амнистии. Напомню, что встреча проводится в рамках открытости государственных органов и в рамках концепции слышащего государства. Поэтому, пожалуйста, смело задавайте свои вопросы, на которые можно будет прямо здесь получить ответы. Если же вы будете смотреть этот эфир в записи, то также можете оставить свои вопросы в комментариях, на которые затем будут получены ответы со стороны управления доходов по району СРРК. Значит, вы знаете, я хотел бы еще один вопрос задать. У нас тема, эфир остается где-то порядка, сколько у нас тут уже? Тут 5 минут осталось, буквально в заключение. Насколько, скажем так, сейчас удобно жителям пользоваться вашими услугами именно в Сарыкинском районе? Вот вы сказали, упомянули, что тема ожидания, сколько? 15 минут, да, там ожидания по решать вопрос. Между тем, так, количество жителей я не помню в Сарыкинском районе.
Количество Порядка жителей у нас в Староркинском районе 384 723. 400 тысяч. То есть фактически Общий 2/3 города проживает. основное количество жителей. Вот. При этом есть вопросы, ко мне часто обращаются, что есть вопросы вот именно в Староркинском налоговом. Особенно понятно, что у нас всегда вопрос начинается там, на каком-то определенном налоговом периоду, но тем не менее люди, горожане испытывают неудобства. Что для этого надо сделать, чтобы не испытывали. Причем это физические, юридические лица в конце года, там, общественное благотворение. Ну, вот эти концы года, в основном у нас почему вот это концы года, вот, там, основном налогоплательщик, вот, когда вот, срок уплаты налог на имущество до 1 октября, да, должны оплатить, они вот, последний день, вот, последние недели уже начинают все приходить, и из-за этого вот здесь иногда бывает программа вот, не работает, из-за этого вот, увеличивается количество налогоплательщиков. Но в основном у нас все открыто. Уже тогда, вот, когда увеличивается количество налогоплательщиков, мы в основном всех сотрудников подключаем, чтобы побыстрее обслуживать налогоплательщиков. Стараемся. Но, тем не менее, вопрос остается. Здесь пользовательница Галия Булхаирова как раз упомянуть, нет парковки. Одно место. В свое время город, насколько я помню, должен был снести соседние, по-моему, здания и построить парковку. Ну, соседний, там у нас здание, это бизнес-центр, Реал. Это частный сектор, который... Частный сектор, это, скорее всего, не у нас, это Алматинском районе. А у нас вот по республике, да. Налогоплательщикам чуть-чуть неудобно, и парковки, да. Но, тем не менее, удобство пользования, да, оно должно быть, нужно как-то думать, может быть, какие-то новые методы, или как-то прозванивать своих налогоплательщиков, чтобы у вас не было вот этих пиковых нагрузок. Не, по этому направлению, конечно, у нас работа проводится, мы заранее уведомляем налогоплательщиков, отправляем сейчас налог на имущество, налог на транспорт через РЦ, чтобы заранее оплатили. Ну, в основном, кто приходит кто не согласен с суммой начисления, они только... Больше физических или юридических? Больше физических лиц. Да, больше физических лиц. Кто не согласен с суммой начисления, может, иногда бывают такие факты, кто-то машину продал давно, но по сведениям ГАИ... Я такой. Да, по сведениям ГАИ, как будто у них до сих пор это чистится. Да, я подходил, доказывал, что вот у меня нет машины. Мы начисление делаем, и потом налогоплательщик приходит, что этот транспорт я давно продал, почему мне такую сумму... А почему это происходит? Вот видите, это из-за грязной базы, которую ГАИ нам предоставляет, да, сейчас вот инвентаризацию делаем, работаем, актуализируем систему, но есть, да, моменты, у кого-то фактически снято, но ГАИ нам предоставляет. Потом это налогоплательщик приходит к нам, мы показываем, что которые предоставили уполномоченного, мы отправляем ГАИ, и они предоставляют нам справку о снятии, и мы это начисление убираем. Очень неудобно, потому что приходится... Ну, в последнее время, по-моему, таких... Уже сейчас, да, меньше. Потому что интеграция баз идет лучше, но было такое, сам побегал. Так, у нас подходит к концу сегодняшний эфир. В студии Астана Талал Халана. Я напоминаю, что у нас в гостях в прямом эфире был руководитель управления государственных доходов по Староркинскому району. Я в какой-то момент уже, вспоминая за Алматинский район, уже перепутал даже с Алматинским районом, помню ту налоговую. Так, в принципе, вопросов у нас больше нету. Но я вам хочу сказать, что здесь вот Марат Бегимбетов пишет, сразу видно грамотный налоговик. Я думаю, что, хорошо, раз так пишет. Так, я хотел бы напомнить в заключение нашего прямого эфира, что он проводится в рамках концепции слышащего государства и открытости государственных органов. У нас в студии
последовательно перебивали начальники управления акимата, руководители государственных доходов по районам. И в следующей встрече гостем программы будет руководитель управления государственных доходов по району ЕСИ, господин Балыков Адихан Алибекович. Дату и время эфира мы сообщим дополнительно. Следите за анонсами. И напоминаю, что бытовая коррупция, она всегда прячется или вводится, скажем так, там, где есть закрытость, там, где есть неудобства для горожан, для жителей, для граждан страны. А там, где все действия государственных органов открыты, там, где все сделано так, чтобы было удобно гражданину, бытовая коррупция практически минимизируется. И вот эти вот цели являются задачами основными проекта Астана Халана. Так, ну, 2 вопроса поступило, просто ответить и завершаем эфир. В ноябре 2019, так, пользователь Галия Абухаиру, в ноябре 2019 года оплатили налог на имущество, в декабре месяце заблокировали счета, пришлось доказывать чеком. В ноябре 2019 оплатили налог на имущество, в декабре месяце счета заблокировали, пришлось доказывать чеком. Ну, срок очень пошел. Налог на имущество. По налогу на имущество мы сами налоговые органы не блокируем расчетные счета. Если физическое лицо, мы это направляем сначала налогоплательщику уведомление о погашении налогов. Если налогоплательщик не погашает в течение 30 рабочих дней, потом формируется налоговый приказ, и налоговый приказ передается частным судебным исполнителям. Частный судебный исполнитель. Ну, здесь надо просто озвучить срок уплаты налога на имущество. Ну, здесь, видите, если в ноябре месяце налог на имущество оплатили, это вы поздно оплатили, срок оплаты налога на имущество для физических лиц до 1 октября текущего года. Так, ну, собственно говоря, поэтому и да, были предприняты, видимо, вот эти действия, что вы просрочили оплату. Но после погашения налоговой задолженности нами все сразу отменяется. Хорошо. И последний вопрос сегодняшнего эфира. Диляра Марбекова, прошу прощения. Здравствуйте, я прописан в Исикском районе, транспортное средство стоит на учете в районе 40. Куда мне оплачивать налог на транспорт? Налог на транспорт, изменить его налоговым кодексом с 2018 года, налог на транспортные средства оплачивается по месту прописки. Если у вас по техпаспорту, да, в Саракинском районе, вы сами прописаны в Исикском районе, да, вы должны оплачивать по месту прописки в Исикском районе. Ну, у многих такая ситуация бывает, поэтому еще раз. Потому что, да, здесь в Астане, много, постоянно прописка меняет, переезжает, да, становится. Ну, техпаспорт старый, да, остается. Поэтому вообще, в принципе, если резюмировать, то сейчас, вот с прошлого года, насколько я помню, налог на транспорт оплачивается по месту жительства, по месту вашей регистрации. Хорошо. Хайрулкун. Анамның атында үй бар. Салығын тілейді. Қазір сол үйдің салығы әкеме келіп тұр. Сіздің мамаңыздың атында үй, бірақ салық папаңызға келіп тұр, да? Иә. Бұл жағдайда да бар ондай бізге жаңа айтып кеткенде уполномоченный орган берген ақпаратқа байланысты кімнің бірінші фамилиясы тұр, кто первый стоит, сол кісіге начисление болады и папаңыздың атынан төлесеңіз болады. Общий совместный имущество папасының атынан төлесе болады. Жарит. Ну вот на этой ноте, наверное, мы завершаем наш прямой эфир. Вот всех сегодняшних зрителей хотел бы поблагодарить Асхата Шамилевича за то, что он пришел сегодня в студию, ответил на поступившие вопросы.
Кстати, очень хотел бы поблагодарить наших зрителей, которые были сегодня в эфире, и отдельно хотел бы поблагодарить зрителей в Инстаграме, гораздо более активны, чем в Фейсбуке. У меня большая просьба после завершения эфира внимательно все просмотреть, так как вопросы будут поступать, и обязательно ответить, чтобы ни один вопрос не остался без ответа. Посмотрим. Спасибо большое, всего доброго, ждем вас на следующих встречах. Ахмед.